Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что делал молодой человек поздней ночью в черной машине с сильно тонированными стеклами. А вас автоинспекторы остановили или как? Нет. Нет? Полиция, которая имеет на это полное право. Полицейские заинтересовались подозрительным автомобилем на дороге. Расскажем, как 15-летний школьник провалился под первый лед. И дело о поджоге пенсионера. На нем все сгорело полностью, вплоть до трусов, все только ботинки остались и немножко куртки сверху. Почему родители подсудимого уверены в его невиновности и на чем настаивает обвинение? Это и не только. Прямо сейчас. Черная машина с очень темными стеклами привлекла внимание полицейских ночью на улице Авсалямова. Сотрудники патрульно-постовой службы, включив сирену и проблесковые маячки, прижали «Ладу» к краю проезжей части и поинтересовались у водителя, не темно ли ему и все ли у него хорошо. Чем закончился разговор, знает Анна Городнова. А к вам какие-то претензии есть у сотрудников, да? Нет, все нормально. При нашей съемочной группе водитель «Лады» улыбался и делал вид, что просто ведет светские беседы с сотрудниками полиции. Хотя, по словам очевидцев, буквально за несколько минут до этого он вел себя агрессивно и считал, что сотрудники патрульно-постовой службы останавливать автомобили не имеют права. На улице Авсалямова «Ладу» догнал и прижал к обочине патрульный автомобиль ППС. Полицейским показалась странной машина с наглухо тонированными стеклами. Но спустя время водитель легковушки мнение свое поменял. А вас автоинспекторы остановили или как? Нет. Нет? Полиция, которая имеет на это полное право. Вскоре на место прибыли автоинспекторы, которые оформили все документы и выписали водителю штраф за тонированный не по ГОСТу автомобиль. К слову, молодой человек признался, что тонировать свое транспортное средство будет и дальше. Рассказал, что не считает тонировку нарушением и что со своей машиной имеет право делать все, что хочет. И сознался, что он накопил штрафов, в том числе и за тонировку, уже больше, чем на 20 тысяч рублей. Но автоинспекторы напомнили, что только штрафами дело может и не ограничиться. И рассказали, что штраф он может оплатить принудительно, например, ценой своего автомобиля. К тому же провести 15 дней под административным арестом. Анна Городова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Один поспешный выезд на перекресток стал причиной аварии на пересечении проспекта Ибрагимовой и улицы Гагарина. В утренний час пик там столкнулись Kia Rio и Lada 10-й модели. В результате удара оба автомобиля перекрыли две полосы, чем серьезно затруднили движение на этом участке дороги. С места происшествия репортаж Рамиля Шайдулина. По рассказам участников аварии, обе машины двигались по проспекту Ибрагимова навстречу друг другу. На пересечении с улицей Гагарина женщина, водитель иномарки, решила повернуть налево. Маневр оказался крайне опасным. Получается, вас не пропустили, что ли? Да. Проскочить поворот без последствий водителю иномарки не удалось. «Лада» врезалась в заднюю правую часть автомобиля. Иномарке не хватило буквально секунды, чтобы завершить начатый маневр. Приезжал в скорую. Пассажир был. То есть на задней? Спереди, по-моему, сидела женщина. Спереди, а сзади никто не сидел? Согласно правилам дорожного движения, при повороте налево водитель обязан пропустить встречные автомобили при условии, что тому горит разрешающий сигнал светофора. Если будет доказано, что Kia не уступила дорогу «Ладе» 10-й модели, то виновным признают водителя иномарки. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов. Вызов 112. Не справился с управлением и вылетел в отбойник. На мосту «Миллениум» на обледенелом асфальте водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, в результате чего автомобиль закрутило на дороге. Неуправляемая иномарка протаранила отбойник сначала передней частью своего автомобиля, а затем задней. Удар был такой силой, что у легковушки сработали подушки безопасности. Чтобы освободить проезжую часть от разбитого транспорта, водителю пришлось вызывать эвакуатор. Упал на машину и погиб на месте. Трагедия произошла в воскресенье вечером рядом с одним из домов на улице Зелантовская. Как предположили очевидцы, мужчина выпал примерно с 18-го этажа. Он упал на капот припаркованного у дома автомобиля. После удара тело отбросило на асфальт. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Сейчас следователям предстоит отработать все версии и установить, по какой причине мужчина упал с такой высоты. Думал, пронесет, да не тут-то было. Накануне в Мензелинске на Утином озере 15-летний школьник с друзьями решил прогуляться по тонкому льду. В итоге он провалился. За помощью обратились взрослые очевидцы происшествия. Спасатели обнаружили подростка на берегу водоема. Он сам выбрался из воды. В отношении его родителей составлен административный протокол. С 3 ноября начали свою работу мобильные профилактические группы муниципальных районов.
Их основная цель – это пресечение выхода граждан на лед при толщине льда менее 7 сантиметров. При выявлении данного факта в соответствии со статьей 3.10 КоАП РТ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан от 1500 до 2000 рублей. 27-летнего казанца задержали прямо на почте во время получения посылки из Поднебесной. Причиной стало содержимое бандероли, которое вызвало подозрение у сотрудников татарстанской таможни. На упаковке было написано, что внутри безобидный порошок голубики. Но на деле, как установили эксперты, там находилось почти 100 граммов психотропных веществ. Задержанный сознался, что заказал в интернете запрещенный в России препарат. Хотел употребить сам. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Едкий запах дыма среди ночи разбудил жителей домов на улице Яруллина. Выйдя на улицу, люди увидели, что на стройке полыхают строительные вагончики. Есть ли в них люди, никто не знал. Чего еще боялись жители близлежащих домов, пыталась узнать Айгуль Бадрудинова. Дома, да, запах дыма. Мужчина рассказал, его сон нарушил едкий запах дыма. Проснулся от того, что было тяжело дышать. Дома находиться, говорит, было почти невозможно. Вышел на улицу и только после этого понял, в чем дело. Увидел на стройке, расположенной рядом с его домом на улице Яруллина, горят строительные вагончики. Пламя полыхало сильно, тогда мужчина незамедлительно вызвал пожарных. Хоть пожарная часть всего в нескольких десятках метров, говорит, что сильно переживал, ведь там могут находиться люди. Я здесь стоял, боялся подойти, оттуда я не ходил. Потом, когда пожарные приехали, я побежал туда спросить, баллоны есть, нет. Стройка там взорваться может. Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили пламя за 4 минуты. Люди не пострадали. Строительный вагончик сгорел полностью. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. В Набережных Челнах загорелся и погиб бездомный мужчина, ночевавший в гаражном кооперативе. Трагедия произошла сегодня ранним утром. По предварительной версии, мужчина спал на матрасе, который вскоре был охвачен огнем. Владелец гаража потушил огонь при помощи ведра с водой еще до появления огнеборцев, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели. 22-летний житель Камских Полян, обвиняемый в поджоге пенсионера, признан невменяемым. Напомним, преступление произошло в поселке в феврале этого года. Как считает следствие, подсудимый в подъезде дома облил пожилого мужчину горючей жидкостью и поджег. Пострадавший получил ожоги около 40% тела. Впрочем, родные подсудимого уверены в его невиновности. Подробности в репортаже Айрата Назипова. Родные Александра Брызгалова живут в постоянном стрессе. Его судят по статье «Покушение на убийство». По версии следствия, парень облил пенсионера спиртом из флакончика и поджег. Мать считает, доказательств, что это сделал именно он, нет. Сам потерпевший даже на суде сказал, что я не говорил, что он меня обливал. Это мое предположение. Экспертизы этой бутылки сделано не было, вернее, было сделано на содержание. Она оказалась пустой. Отпечатки пальцев там не было. Ни моего сына, ни потерпевшего, ни даже вот этой Гали, которая дает показания. Трагедия произошла зимой в Камских Полянах. По версии следствия, этому предшествовал конфликт между 22-летним Александром и пенсионером в подъезде. Молодой человек, как считает гособвинение, ударил пенсионера, облил спиртом и поджег. Скоро на лестничную площадку вышла соседка, почуявшая запах гари. Она же основной свидетель произошедшего. Он не кричал. Вот именно, что он стоял молча. Вот то, что я унюхала гари, то вышла, посмотрела, вот тут уже факел полыхает. И бегом уже побежала его тушить. Он потом, только когда упал, уже потушил, на нем все сгорело полностью, вплоть до трусов, все только ботинки остались и немножко куртки сверху. Он только лежал, говорил, что ему больно, все. По словам женщины, молодой человек в этот момент стоял рядом и смеялся. Она вызвала полицию и сама потушила пенсионера. Родные Александра Брызгалова считают, их сын никого не поджигал, никогда не курил и не носил зажигалки. В тот день он пришел к другу и проходил мимо. Просила адвокат провести комплексную ситуационную экспертизу для того, чтобы установить, невозможно ли это возгорание в результате несчастного случая. Нам даже не то, что отказали в этой экспертизе, даже по делу не был допрошен от нас специалист, который мог бы предположить, может это или не может. Приговор по этому делу будет вынесен через 2 недели. Сторона обвинения требует отправить Александра Брызгалова на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Последнее слово подсудимому не предоставят, так как эксперты сошлись во мнении о его невменяемости. Айрат Назипов, Лилия Егорова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.